Н. Это стандартная процедура проверки зрения у тех, кто отправляется служить в армию. У Резона Исламова со зрением все в порядке. Выполнять служебный долг молодой человек едет по собственному желанию. Парню по нраву армейская жизнь. Да и наличие военного билета после службы – серьезный плюс, чтобы устроиться на престижную работу. Всего только за один медицинский осмотр каждый потенциальный солдат должен пройти осмотр у 12 врачей. Туда входят хирург, терапевт, психиатр, окулист и другие. Если у призывника есть проблема со здоровьем, то после медкомиссии в военкомате врачи направляют его на обследование для подтверждения диагноза. Из-за различных патологий, по словам медиков, ежегодно отсеивается около 20% призывников. Это молодые люди с инвалидностью или с тяжелыми хроническими диагнозами. Служить человек не может, если есть патология врожденного характера, посттравматического характера. Значит, послеоперационные осложнения бывают чаще. Мы их выявляем, подтверждаем патологию, дообследуем стационарно. Весенний призыв в 2023 году начался в апреле. Служить в различные рода войск отправляют тысячи молодых людей по всей стране. Из Назрани и Назрановского района в военные части уже отправлено 10 групп. Остается отправить еще 2. У нас идут войска, воздушно-десантные войска, сухопутные войска, войска Северного флота, войска Национальной гвардии, которые дислоцируются во всей России. Призывной ресурс Назрановского района и города Назрани составляет порядка 2500 человек. По словам военного комиссара, в этом году желающих пройти службу достаточно. Однако есть и те, кто пока не готов отдавать долг родине. С ними проводится отдельная профилактическая работа. Мы отправляем военно-следственные органы, следственные органы, ГУВД, РУВД, документы на них. Их приводят, если не приводят, объявляют в розыск. Если он все-таки уклоняется, потом возбуждается уголовное дело. И потом это уже клеймо на всю жизнь для него и для его детей. О перспективах после военной службы можно говорить долго. Физическая подготовка, саморазвитие, получение специальности, а главное – военный билет, с помощью которого без каких-либо проблем получится устроиться на любую государственную работу. Если раньше были только госучреждения, госслужба с военным билетом, сейчас даже ребята на вахту куда-то едут по строительству, и у них требуют военные билеты. Без военных билетов уже не берут на работу. Достойно служить и быть верным своей присяге и родине – прямая обязанность каждого призывника. Следующая отправка состоится уже 16 июня. Всего ряды вооруженных сил в рамках весеннего призыва пополнят 147 тысяч человек по всей стране. Малика Измайлова, Хамзат Халухоев, Новости 24.